Никому не нужных дорогах мы валим боком, боком. Всегда на уровень выше, но помним, что мы все под Богом. Living la vida loca в этом мире жестоком. Мы у истоков, эй. Акулы вышли на охоту. Наше серебро, бро, дороже всякого золота. От патрульного блогера до главы муниципальной инспекции. Новый поворот в судьбе инспектора Царикаева. Какие вопросы стоят на следующий день? Все эти задачи в кратчайшие сроки мы должны выполнять. По ношению форменной одежды прошу вас соблюдать, как положено, головной убор, рубашки, как положено, опрятные и приятные. 3 дня назад, 25 июля, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал распоряжение о назначении Мирлана Талайбекова начальником муниципальной инспекции столицы. Ранее он работал инспектором пресс-службы в управлении патрульной службы милиции Бишкека и стал узнаваемым благодаря принципиальным действиям и публичной позиции. Почему нарушаем, уважаемый? А? Қандай дейсіз? Күндік боларек мен нарушать етіп отырсыз. Да? Видеофиксацияны көрсетіп берейін патрулькада? За то, что нарушали, будем выписывать соответствующий протокол, хорошо? Вам выпишем и Мерседесу. Дим, уважаемый, зачем видеозвонком звоните? Ол маған шалып отыр. Жоқ, не өзмеске жаңа алдын ала айтып елем ғой, біреуге шалбаңыз қажеті жоқ деп түсіндіріп айттым, е? Напарнигіме телефонды беріп отырсыз, бұл қызматкерге беріп отырсыз. Я предупреждал вас заранее. Почему именно он? В УПСМ Мирлан не просто инспектор, а активный блогер, известный как инспектор Царикаев, который открыто выступал против нарушений правил дорожного движения и иногда сам фиксировал нарушения в социальных сетях. Когда я учился в юридической академии Крымской государственной, у меня были одногруппники азербайджаны, у меня были одногруппники курды. И чеченцы тоже учились со мной, ну, кавказские ребята. И тогда они очень часто слушали свои кавказские песни. И тем самым мы тоже сидели, всегда слушали. В один день просто они поставили песню, «Бадала» называется, Альбина и Фати Царикаевы поют. И все, и в этот момент мне что-то песня понравилась, и во время студенческих лет как раз начала очень сильно развиваться индустрия Инстаграма. И я решил создать такой профиль, как просто Царикаев, да, например, чтобы меня родственники не искали, близкие. Чтобы не следили за вами, да? Чтобы не следили, да. Но наоборот, то, что я хотел, чтобы никто не знал, наоборот, об этом все узнали, да, в последующем. Вот это обычная банальная история, это просто из-за определенной группы Альбина и Фати Царикаева. Пройдя по постовым маршрутам, Мирлан впитал дух принципиальной службы. Он видел город из-за руля патрульной машины и через призму бумажных штрафов, становясь голосом закона напрямую. Наша первая задача не просто так останавливать и выписывать всем соответствующий протокол. Наша первая задача, наверное, больше, чем мы должны, скорее всего, предупреждать и показывать то, что мы стоим на дороге, да. И тем самым некоторые водители определенно снизят скорость, не будут выезжать на встречную полосу, пропускать пешеходов. Это очень сильно повлияет. У нас у кыргызов есть такая фраза «кырсык боло берет», или «кырсык экен, что поделать». Нет, это никогда нельзя на это списывать, на кырсык, никогда нельзя списывать это на такое отношение, на определенное, так скажем, безалаберное отношение, да, к вождению. Это культура вождения, культура этики вождения. И очень много таких моментов, когда наши на это списывают. Так нельзя делать. Почему? Потому что, правила дорожного движения, они действительно написаны кровью. Это раз. И если бы водители соблюдали элементарные вещи, это не только про скорость, это та же самая перестроение из полосы в полосу с поворотником, да, например, если я не включил поворотник, при большой скорости резко повернул в правую сторону, а кто-то просто ехал с большой скоростью, мог просто не заметить то, что я не включал поворотники, да, например, и получается будет касание дорожно-транспортного происшествия. Самый резонансный эпизод – штраф шоумену, ведущему Ростиславу. Этот случай заметно усилил его узнаваемость и репутацию судьи на дороге. Официальный штраф сейчас оплачу, протокол выписали. В общем, претензий не имеем. Огромное вам спасибо за вашу работу.
Он не раз сталкивался с попытками договориться по понятиям, но продолжал стоять на своем. Сам разговор начинается с момента остановки транспортного средства, начинает разговаривать и предлагать денежные средства. В последующем, когда мы отказываем, едем до наркологии, выписываем соответствующий протокол, люди переходят на вторую стадию. Это стадия, наверное, того момента, чтобы это не выходило в общество. А там уже играют чуть другие суммарные суммы, да, наверное. Как-то так. То есть вы за все 4 года ни разу не брали взятки? Нет, мне столько раз предлагали, мы не брали. Камеры и патрульные посты стали более заметны на улицах. Когда люди видят его машину, часто сразу замедляют скорость. Это эффект Царикаева. Он часто видел аварии, особенно с участием молодых водителей и детей. Айдоочулук бөлүңүз жок, эмне рулду башкарып отурасыз? Байкеңиз билеби айдап чыкканыңызды? Жигиттер, силер жаш өспүрүмсүңөр, бул молодые еще. Силер жашсыңар. Силер рульга отурбаш керексиңер. Право ала элек жатып, кантип рульга отурасыз да? Я просто хотел выехать. Просто девушка сесть, если честно. Вам 17 лет, молодой человек. Вы паспорт получали хотя бы? Паспорт нет еще. Паспорт не получали, да? Несовершеннолетний еще за руль сидите. Еще и ДТП совершили, еще и скрылись. За Камри едем! Ориентировка, ах, Камри, почет на ночевке! Открывай! Что, не понимаешь по-человечески? А? Что, наручников нет, что ли? Ты чуть себя не разбил! Ты людей убьешь, ты понимаешь? Срыв, да, наверное, я пытался определить своим эмоциям. Почему? Потому что я понимал, за рулем находится молодой парень. И если прямо сейчас не решить эту ситуацию, остановить машину, если он будет дальше скрываться, возможно, будут определенные тяжелые последствия. Когда я остановил, действительно, я поддался своим эмоциям. Это было впервые за мои 4 года, так как я этого водителя, в принципе, очень хорошо знаю. До этого я его уже оформлял, велись со мной. То есть не первый раз? Да, велись профилактические беседы. На последний звонок я сам приезжал, говорил, чтобы никто из вас не садились за руль, чтобы все, как положено, после последнего звонка уехали домой. И такая ситуация сложилась, что мы его остановили, он не подчинялся. Когда мы его вытащили с машины, у меня не было наручников рядом. Да даже бы если бы они были, я бы не стал его применять, а парень несовершеннолетний. Но есть очень много случаев, когда несовершеннолетние дети садятся за руль. Бывает такое, то, что у нас есть золотая молодежь, которая грубо нарушает правила дорожного движения, думает, то, что в любой ситуации они могут, так скажем, решить определенными моментами либо вопросами. Но, к сожалению, мы к этому идем, уже осталось совсем чуть-чуть, я думаю, когда каждый водитель уже в конце концов будет отвечать сам за свои поступки. О конфликтных ситуациях с нарушителями известно множество историй из социальных сетей. Водители пытались спорить, угрожать и даже напасть. И каждый раз Мирлан оставался стойким. Могу добавить, что таких моментов очень много. Это не всегда бывает, что это определенные высокопоставленные лица. Такими словами может разбрасываться каждый второй водитель. Да? И тут уже судить не мне, а народу, наверное, как они посчитают правильным. Много таких запоминающихся моментов. Были моменты, когда и депутатов останавливали, и сотрудников правоохранительных органов, и из гражданских лиц. Бывали такие моменты, когда кто-то просто выйдет из ночных увеселительных заведений под состоянием алкогольного опьянения, либо под психотропным наркотическим опьянением. И каждый ведет себя по-разному, и каждый момент остановки транспортного средства, он запоминается сотруднику правоохранительных органов по-своему. Он начинал на дороге, выписывал штрафы, писал в блоге, наводил дисциплину. Теперь он управляет муниципальной инспекцией Бишкека, организацией, отвечающей за порядок и благоустройство города. Мое сердце занято, и в ближайшее время я очень сильно надеюсь, что я перейду из статуса тогда холостого на женатого, да, или как правильно понимаю? Да. Вот такая ситуация. Я скоро, наверное, женюсь в ближайший срок.
Это недолго, я не буду тянуть, наверное. Для кого-то он гроза нарушителей, для кого-то шанс выжить. Его история продолжается, но одно остается неизменным. Царикаев идет туда, где порядок решает все. Эльвира Сатыбекова, Оскар Уланлу, репортер Киджи.